там, на этом съезде, принимается решение о создании... кстати, мы не включили, блин, ну давай, по новой. Ровно 100 лет назад, в июне 1924 года, немногочисленные отряды повстанцев-тунгусов, среди которых, собственно говоря, были венки и якуты, один за другим берут населенные пункты Охотского края Аян и Нилькан. В июле этого же года в Нилькане проходит большой представительный съезд представителей Аяно-Нильканских, Охотско-Аянских и Маймаканских тунгусов, в котором также принимают участие якуты. И принимается там на этом съезде решение о создании так называемой Тунгусской республики. Одна из главных целей этой республики – отделение из состава РСФСР. Хотя историки совершенно справедливо отмечают, что это была по большому счету военная демонстрация, вооруженная демонстрация, но в исторической литературе и вообще в обиходе историческом все-таки это называют Тунгусское восстание. Вот сегодняшний наш выпуск посвящен этому событию, демаршу против большевистского движения в Якутии и тунгусов. Итак, давайте разберемся, что предшествовало этим событиям, почему Тунгусская республика была создана, почему тунгусы вообще встали против большевиков. Напомню, на дворе 1924 год, советские власти уже в Якутии крепко сидят на своих местах, уже Якутская ССР создана. Посмотрите великолепный выпуск про историю государственности Якутии, ссылочка вот здесь вот сейчас всплывет. Вообще будет очень много отсылок к этому событию, ну и казакам тоже посмотрите, у нас на канале есть отдельный выпуск, посвященный якутскому казачеству. Так вот, 24 год, Якутия уже, по сути, по большому счету советская. То тут, то там возникают некоторые очаги сопротивления этому явлению, советской власти, да? Но конкретно вот тунгусы, почему начали восставать? Во-первых, самая главная причина в отделении от восточной части Якутии, Охотского края, в принципе, да, от состава Якутии. Раньше, де-факто, юридически, это произошло еще в 1910-11 году. В 1910-11 году часть Охотского побережья, собственно говоря, отдали в Камчатскую область. В 1922 году происходит еще отделение части южной части Охотского края в Приморскую область. По факту, тунгусы, якуты, вплоть до этих самых времен, они, с 11-10 года беспрепятственно, пасли там своих оленей, заготавливали пушнину, торговали этой пушниной. С кем? Конечно, с американцами. В первую очередь с американцами, которые добираются через Японское море, Охотское море, через Берингов пролив, они идут к нам за пушниной, соответственно говоря, обменивают ее на оружие, на какие-то другие там очень нужные для тунгусов вещи, там соль, там условно, да, продукты какие-то, мука. Да, кстати, к американцам мы еще в течение этого выпуска вернемся, там тоже интересная очень история будет. И это вот одна из главных причин. К 1922 году ситуация обострилась настолько, что тунгусам запрещают кочевать по территории Якутии и, соответственно, Охотского края. Да? Всячески их там притесняют, говорят, слушай, тут появляются погранцы определенные, да, отряды ОГПУ, так называемые, и они их без конца третируют, говорят, что ты за вперед ходишь, ты определись, оседлый образ жизни веди. Почему? Главным образом невежество, они просто не знают культуру, быт венков, да, кочующих венков и так далее. Они думают, что люди должны жить оседлым образом жизни, но и венки не такие, мы это прекрасно знаем, они кочующий народ, пасут своих оленей. Вторая причина тоже очень серьезная, это опять-таки связано с появлением советов, да, и они обирают, жестко обирают, налоги вводят всевозможные на пушнину, занимаются бандитизмом. Это было абсолютно нормальное для тех времен явление, наверное, пережитки вот этого прошлого. Было абсолютно нормально прийти к Евенку и сказать, ну-ка дай мне 100 оленей. И забирают 100 оленей. Если ты не подчиняешься, либо тебя накажут физически, либо вообще расстреляют и убьют. Поэтому все вот это вот копилось. Еще одно очень важное, скажем так,
ну, не обстоятельства, да, а важное обстоятельство о том, что к власти не пришел ни один тунгус. Ну, то есть должно же быть какое-то ассимилирование во властях. Например, в каком-нибудь там условном аяне должен сидеть, ну, хотя бы один тунгус по национальности и ведать какой-то властью. Ну, будь то, ну, условно, там, заммэра хотя бы, да, того же аяна. Но этого не было. Все были русские, все были пришлые. И, подчеркну, это очень важно. Невежество. Они не знают культуру, обычаи и быт местного населения. Вот это все породило большую волну возмущений, и, собственно говоря, это являлось предпосылками к Тунгусскому восстанию. Но давайте вернемся к началу восстания. Напомню, 10 мая 1924 года отряд из 30 повстанцев берет Нилькан, ну, практически без крови. В ночь на 6 июня 1924 года, ну, да, уже гораздо больший отряд берет порт Аян. Там происходит большой бой, он длится 18 часов. Отряд ОГПУ находится, сопротивляется, но после того, как убили командира вот этого отряда, гарнизона, да, и еще 3 красноармейцев, собственно говоря, порт был взят. 14 июля, буквально через месяц после того, как был взят порт Аян, я напомню, в самом начале выпуска говорил о том, что созывается Нильканский съезд. Вот, собственно говоря, одним из решений этого съезда было создание Временного Центрального Тунгусского национального управления. И вот это управление создается, принимается декларация и провозглашается независимая Тунгусская республика. Тунгусская республика обладает всеми атрибутами государственной власти. У них, повторюсь, есть декларация, у них есть флаг, у них есть все органы управления. Ну, по большому счету, это не преступление, это нормальная такая с юридической точки зрения история, да. Вот сейчас мы вставим текст декларации, вы можете его там нажать на паузу, почитать. Очень конкретные были требования у Тунгусского временного правительства. Вообще, есть исторические свидетельства о том, что вот этот текст обращения, он был отправлен по всем союзным республикам, чтобы, значит, остальные страны могли обратить внимание на это, да, о том, что создана такая республика, о том, что им требуется поддержка, о том, что они вот создают некую автономию. Вернемся обратно к восстанию, и если говорить о лидерах восстания, мы сейчас более подробно на них остановимся. Вообще всех, кто сопротивлялся в Аяне, лидеры восстания, они, как сказать-то, пощадили, да? Вообще лидеры восстания очень гуманно отнеслись к плененным. В том же самом Аянском восстании довольно большой гарнизон находился, и лидеры восстания приняли решение, что их отпустят, разоружив, разумеется, конечно же, у них отняли все оружие, и отправили их в Якутск, поскольку лидеры восстания считали, что Охотское побережье все равно подчиняется Якутии. Ну и вообще, по сути, оно и так и было, потому что даже те же самые школы подчинялись Якутску, и, собственно говоря, зарплаты приходили для учителей из Якутска. Хотя, де-факто, повторюсь, территория уже принадлежит Камчатской области и Приморской области. Тогда еще не край, но Приморская область. Сейчас это Хабаровский край, а тогда это все еще Приморской области. Несмотря на это, повторюсь, никто никого убивать не стал, их просто отпустили, сказали: расскажите о нашей, значит, такой вот доброй воле всем, пока дойдете до Якутска. А расстояние там довольно большое. Вот сейчас на ваших экранах появилась карта, посмотрите, Аяна-Якутский тракт, довольно большое расстояние. По большому счету, почти неделю можно было ехать по нему. Но вернемся к лидерам восстания. Конечно же, ключевую роль в этом восстании сыграл Михаил Константинович Артемьев. Якут по национальности, он родился в Битюнском наследии Батурусского улуса, ныне это Черопчинский улус. В 1888 году в крестьянской семье он родился. Ему очень везет, поскольку урожденным в обычной крестьянской семье по большому счету было суждено быть крестьянином, но ему очень сильно везет. Он учится в реальном училище в Якутске. В реальном училище он заканчивает 4 класса, и получает образование, базовое образование. И это дает ему возможность развиваться дальше, расти как управленцу, как
как человеку образованному. Сперва он, значит, получает должность в Бетюнском наследии, он работает там писарем, затем уже становится старшиной Уранайского и Бетюнского родовых управлений, потом, значит, он работает в Амге-Слободе, учительствует там. Ну и, собственно говоря, 17 марта 1920 года он уже занимает пост волостного комиссара и также был председателем Ревкома, ну, революционного комитета, да. По большому счету он, Артемьев, такой вот по советской линии идет, по партийной, по советской линии, большевистской линии. Он сперва ярый большевик, но очень скоро он начинает сомневаться в этой власти, говорит, ну и что, был бы царь, было бы все по-другому, мы бы развивались там по-другому. В общем и целом он разочаровывается постепенно в этой власти и очень скоро, значит, примыкает к повстанцам, в частности к отряду Коробейникова. Вы помните про выпуски про историю государственной Якутии, мы о Коробейникове тоже рассказывали. Вот он примыкает к его отрядам, потом еще участвует в гражданской войне в Якутии, ну и, собственно говоря, занимает одну из ключевых ролей в Пепеляевском походе, в походе Анатолия Пепеляева. В результате, мы знаем эту историю. Пепеляев не победил, вынужден был сдаться, а части его отряда должны были отступать, и обратно они уходят в Охотск-Воян. Артемьев бежит в тайгу, скрывается, ну и, собственно говоря, ведет такую партизанскую войну. Вот мы подходим к нашей истории, вот подходим к этой истории, вот откуда появляется Артемьев в этой истории, в Тунгусском восстании. Вот он скрывался в лесах, бегал по лесам, значит, уничтожал потихоньку тихой цапой, скажем так, да, большевиков, и вот случилось Тунгусское восстание, и он один из этих лидеров. Второй, не менее важной фигурой в этой нашей истории является Павел Гаврилович Карамзин. Он эвенк по национальности, по свидетельствам очевидцев, он из такого очень крутого эвенкийского княжеского рода. Вообще, на самом деле, вся его биография практически, предполагаем, что засекречена, да, потому что, органами ОГПУ он был репрессирован, расстрелян, естественно, как и все участники этого движения, но нет никаких исторических, биографических данных об Карамзине. Мы пытались найти в архивах порыться, но, к сожалению, ничего нету. Но, очевидно, он был образован. Мы точно знаем, что есть такой Павел Васильевич Карамзин, да, по большому счету тезка его, да, возможно, он его родственник, он тоже эвенк по национальности, он учился в Хабаровском университете, и, это говорит о том, что они тоже образованные люди. Допускаю, что это там плюс-минус подходит по датам жизни, по году рождения, поэтому, может быть, это один и тот же человек, просто записан по-другому. Павел Гаврилович, наш сегодняшний герой, он Гаврилович, а тот Васильевич почему-то по документам, но, тем не менее, точно так же, в карточке, в учетной карточке сказано, что он расстрелян в 1937-1938 году, это вот знаменитые расстрелы Большой Тройки, да? Наш был расстрелян-то буквально в 28 году. Пардон. Нет, наш был расстрелян гораздо раньше. Вернемся к нашему Павлу Гавриловичу. Он, повторюсь, был очень образованным, и благодаря вот этому всему, скорее всего, ему его сородичи очень сильно доверяли, делегировали ему некие полномочия, и поэтому он был таким вот крутым мужиком на тот момент. Вообще они, на самом деле, к 24 году не такие уж и старые люди, они молодые люди, им по 30-40 лет. И, собственно говоря, от того и прискорбно, что они очень рано умирают все. Такие были времена, тут ничего не поделаешь. Вообще, надо сказать, что руководство повстанцев было очень хорошо знакомо с законодательными и вообще философскими источниками. Они, требуют, не то что требуют, они знают о том, что Советы разделяют позицию о национальном самосознании, например, да, самоопределении, и на это упирают в документах. Повторюсь, вы там посмотрели декларацию, там об этом все очень четко написано, они знают про права человека,
человека, про права малочисленных этносов, они знают про создание самостоятельных территориальных единиц, там, образования и так далее, и так далее. И вот это вот все становится таким оплотом для этого восстания. Михаил Константинович Артемьев становится начальником штаба вооруженных отрядов. Ну, а, собственно говоря, начальником тех отрядов становится Павел Карамзин. Тоже очень важная деталь, надо обязательно отметить, что одним востоком Якутии это дело не ограничивается. На самом деле повстанческие отряды тунгусов и якутов были созданы в довольно большой территории, да. Вообще надо отметить, что повстанческое движение и вообще вот эти отряды вооруженные, они не ограничивались только вот Охотским побережьем. Большую довольно территорию охватывало повстанческое движение. Речь идет о Аймиконском улусе, о Верхояне, Алданский район, Вилюйский район и даже северные районы. Колымская группа практически целиком охвачена, и даже Абыский улус. В общем, это довольно большая, обширная территория, и поскольку, повторюсь, на тот момент население очень небольшое в Якутии, а уж симпатичным большевикам людей тоже было очень мало. Это восстание было, такое довольно территориально большое, но немногочисленным, скажем так, да. Но несмотря на то, что вот территориально большая, скажем так, группировка повстанческого движения находилась, в сентябре 24 года, возможно, те же самые пленники, которые были в порте Аяне взяты, пленены, возможно, эти же люди пошли чуть-чуть дальше. Небольшой поселок в Хабаровском крае сейчас находится, но по большому счету это 50-100 километров от Аяна. Там, значит, вот эти бывшие офицеры ОГПУ расстреливают 3 русских, двух тунгусов и 1 якута. И это, собственно говоря, становится опять-таки триггером, да. Снова начинаются волнения. Уже на местах, в определенных местах собираются такие, скажем так, дружины, да, которые вообще уже настолько обозлены беспределом, скажем так, да, большевистского движения. Новая волна начинается, по большому счету. До Центральной Якутии это движение доходит в 1925 году, в начале года, в январь-февраль месяц. Это самые ожесточенные бои, прежде всего информационные, пропагандистские, и не без кровопролития, конечно же, здесь тоже происходит это все. Давайте об этом чуточку подробнее тоже остановимся. Значит, СНК Якутии принимает решение о том, что нужно обязательно отправлять вооруженный отряд на борьбу с этим явлением, с тунгусским восстанием. Знаменитый Иван Строт в это время находится в Якутии, он уже победил Пепеляевскую армию, саму Пепеляева тоже пленили. И, собственно говоря, он герой войны, и, как полагается, конечно же, как авангард, наверное, да, красного движения, он выдвигается для силового подавления этого мятежа. Но, повторюсь, у власти находятся наши отцы-основатели Якутии Максим Амосов и Сидор Барахов, и они же, вы помните из выпуска о том, что они пацифисты, они вообще для того, чтобы власть установилась, они не используют силовые методы, они больше дипломаты, они больше политическими методами, да, стараются избежать любых конфликтов. И, собственно говоря, несмотря на то, что Строт уже преследует отряды, значит, тунгусского восстания, в том числе он уже Артемьева преследует, он уже преследует и Карамзина. В разных районах одновременно это все происходит. Понятное дело, что сам Строт находится в определенном месте, а значит, его там командиры тоже ведут преследование, да, для того, чтобы истребить очаги вот этого сопротивления. Так вот, и отцы-основатели ищут компромиссное решение, они идут на переговоры. На переговоры отправляется, забегая вперед, да, расскажу, отправляется Роман Федорович Кулаковский. Это брат Алексея Кулаковского,
знаменитого нашего писателя и философа, и провидца, да, «Письмо якутской интеллигенции». Великолепная книга, очень, кстати, рекомендую, почитать обязательно. Так вот, Роман Кулаковский приезжает в Нелькан, в Аян и устраивает там переговоры. Забегая вперед, скажу, что эти переговоры будут успешными. Они, значит, идут навстречу всем требованиям повстанцев, говорят о том, что да, мы вас услышали, ваша, значит, демонстрация имела успех, мы все увидели, все поняли, давайте искать компромиссы, будем уживаться вместе. Собственно, так оно и случилось. Вернемся обратно в нашу историю. 25-й год, напомню, наступает. Вообще, вот это временное правление тунгусское, да, оно, поскольку, я же повторюсь, они обладают всеми государственными атрибутами. У них есть декларация, у них есть флаг. Белый символизирует снег, зеленый – это тайга, а черный – это земля. Вот, собственно говоря, руководствуясь вот этими государственными атрибутами, они устраивают, самодеятельность, сейчас бы это назвали, да, тогда это было очень нормально. В начале выпуска я говорил о том, что американцы, причем американцы, казалось бы, тунгусское восстание и американцы, но в Аяне находятся склады очень большой американской компании, которая называется компания Гудзонова залива, да, Гудзон Бэй Company, так называемый. Это старейшая американская компания в середине 17-го столетия, в 1850-х, 70-х годах она была создана. И, собственно говоря, эта компания жива до сих пор. И это корпорация, большая корпорация. Так вот, Временное правительство что делает? Оно реквизирует все, что там находится на этих складах, а там было довольно много. Продукт, какие-то товары, значит, народного потребления, да, одежда, что-то еще, 5-10. Вот все они это реквизируют. Буквально то же самое происходит с торговыми флотами. То есть они порт Аян и все приписанные к порту судна, они все реквизируют и говорят, что это теперь наше. Такая вот, повсеместная история, когда ты завоеватель, ты аннексируешь, собственно говоря, все, что ты завоевал. Это до сих пор такая история. Напомню, что в 1925 году в Якутск возвращается Павел Ксенофонтов. Это тот самый конфедералист, помните, мы рассказывали в одном из наших выпусков тоже. Националист, конфедералист, ярый сторонник отделения Якутии от России и сепаратист, можно сказать. Да? Он возвращается и видит, что здесь происходит. В Якутске все плохо, ему не нравится. Он говорит, что это за советская власть? Хотя он, собственно говоря, приехал из Москвы, и там-то уже, что называется, уже конкретно основанное правительство, прям вот во все есть. Там Сталин сидит. Что вы, на минуточку. Он приезжает, и, собственно говоря, это тоже отдельная история, можно снять про Ксенофонтова. Я думаю, мы обязательно про Павла Ксенофонтова снимем отдельный выпуск, потому что, удивительный истории человек, убежденный в своих был правах. Собственно говоря, он приезжает и полностью поддерживает это восстание, говорит, что, слушайте, вы красавчики, и сам ведет такую пропагандистскую деятельность, поскольку он, повторюсь, якуты по большей части в это время, они не суперобразованные люди, они живут там своим такой бытовой текучей жизнью. Встал утром, корову подоил, пошел сено покосил до обеда, после обеда дрова поколол, потом поел, поспал, потом утку разделал, медведя убил, еще что-то. В общем, такой очень бытовой образ жизни. Но вот эти люди, которые приезжают с Центральной России, они получили классическое, очень крутое образование, не умеют писать, считать, они знают очень много историй, они повидали мир, и, конечно, они авторитеты у местного населения. И когда Павел Ксенофонтов тоже объезжает Якутию, ездит по Центральной Якутии и рассказывает о своих взглядах, конечно, его очень здорово встречают. Конечно же, Советы занимаются аналогичной деятельностью, полностью противоположно. Они говорят, что власть Советов установилась, и это очень здорово, вступайте, в ряды большевиков. Детей тут же всех крестят в пионеры, в октябрята и так далее. В общем, ведется такая пропагандистская работа очень мощная. Еще один тоже исторический персонаж, я
про него очень тоже хочу отдельно. Не знаю, насоберем ли мы про него на отдельный выпуск, но персонаж действительно интересный. Повторюсь, Якутия многонациональная республика, да, даже вот из своих старых-старых времен, с 17 века. Здесь живут люди многих национальностей, ассимилируются, забывают родные языки, учат якутский, становятся якутами до мозга костей. Одним из таких был Рахматуллин, Газитулла Рахматуллин. Босойка – это его прозвище. Босойка, Босой, ну, как большой, да? Он здоровенный такой великан был. Татарин по национальности. Вот такой вот. Можешь посмотреть, вот как он камни таскает. Ну, вот, Анжелика заметит. Наш соратник говорит о том, что, по-моему, голова здесь прифотошоплена из другой фотографии. Ну, посмотрите, вот тот же самый Газитулла, он сидит рядом со Стродом, с Иваном Стродом, да? Ну, то есть, как бы, он такой знаменитый довольно-таки в Якутии человек. Но вот на этой фотографии Анжелика говорит, кажется, здесь фотошоп. Ну, допускаю. В общем, этот человек тоже симпатизирует Тунгусскому восстанию, он тоже примыкает к этому движению сопротивления, он тоже становится участником вот этого противобольшевистского движения. И, ну, говорят, его вклад тоже был, ну, довольно велик. Отряд у него был довольно большой, многочисленный, и отдельные его подвиги. Но, повторюсь, если мы насоберем истории на целый выпуск, мы обязательно его вам покажем. Но вернемся к 25 году. 30 марта, повторюсь, в Тунгусскую республику отправляется Роман Кулаковский на переговоры. Он разговаривает с Артемьевым, с Михаилом Константиновичем. Они очень долго беседуют, ну и приходят к компромиссу. Они беседуют буквально, ну, больше месяца, да? То есть они там сегодня одна позиция, завтра другая, потом обсуждают ее. Но так или иначе в мае 25 года, 9 мая 25 года Артемьев соглашается на условия советской Якутии и слаживает оружие. Еще позже сделает это Карамзин. Они, конечно же, уже сильно повоюют, походят по всей республике, по Усалданскому. Кстати говоря, интересный эпизод был, тоже исторический, в Усалданском улусе, когда отряд Карамзина, убегая от отрядов ОГПУ, якутского отряда ОГПУ, значит, убегает. И когда он уже прибывает в Дипсюнский наслег, и оттуда он узнает о том, что, значит, красноармейцы друг с другом пострелялись, перепутав их, ну, собственно говоря, с отрядом Карамзиных. Там с боестолкновения несколько человек погибло в результате этого боестолкновения, но friendly fire, что называется, да, друг друга постреляли. Вот. Ну, вернемся к нашей истории. В мае, повторюсь, 9 мая 25 года Тунгусский мирный договор был заключен. В этот же день Артемьев складывает оружие, ну и, собственно говоря, отправляет депеши по всем своим отрядам о том, что давайте, ребята, будем сдаваться. Мир наступил. Наши требования, наша военная демонстрация, значит, услышана, мы своих требований добились. Давайте складывать оружие и устанавливать мир на нашей земле. Что происходит дальше? Власти Якутии пообещали всем участникам Тунгусского восстания амнистию. Им пообещали, поклялись буквально, да, что никто их преследовать за их вооруженное восстание не будет. Вообще, надо сказать о том, что когда об этом восстании узнал Сталин, он отправляет Карлу Байкалову телеграмму с очень подробной инструкцией, как поступить. Но там была такая прямо оговорка. Военную силу применять только при крайней необходимости. Я полагаю, что при том, когда вот это решение принималось, я думаю, что рядом находился Максим Кирович Аммосов. Скорее всего, он Сталину посоветовал не применять, скажем так, сразу силового воздействия к движению, да. И, соответственно, такая установка прибыла. Ну и когда уже мир был заключен, как раз об этом Кулаковский и Артемьев договорились о том, что, значит, никому никакие карательные меры не будут применены, да? Ну и, собственно говоря, так оно и случилось. Несмотря на это, в 25 году, напомню, что мир был заключен, совершилась амнистия, и всех, никого не наказали, всех распустили. Ну и, собственно говоря,
Михаил Артемьев, чем он занимается? Он до 27 года служит в Советской Республике, да, по большому счету, вот я СССР, он находится на должности секретаря Нельканской волости, он занимается там переводами, он там, ну, чиновничьей работой, в общем, занимается, ведет какое-то домашнее хозяйство, и 2 года эта работа длится. До 27 года он спокойно этим занимается. Но постепенно опять и снова его Артемьева вот глушит. У него, как сказать-то, наверное, душа такая, наверное, да, ему постоянно на месте не сидится, ему хочется движухи, и он постоянно, слушайте, ну опять эти советы, что они себе там позволяют? Возможно, я так думаю. Постоянно он на них возбуждается, в хорошем понимании этого слова, и постоянно он хочет с ними воевать. В 27 году он снова уходит в подполье. В 27 году, напомню, что Павел Ксенофонтов и движение конфедералистов набирает очень большую силу. В 27 году происходят очень большие военные события в Центральной Якутии. Несмотря на то, что гражданская война в Якутии уже давно закончилась, но в 27 году Павел Ксенофонтов и его сподвижники начинают новую кампанию, и вот Михаил Константинович Артемьев, он примыкает к этому движению. Ну, понятное дело, что очень быстро это дело гасят, уже никто с ними не сюсюкается, ни на переговоры не идет, очень быстро их там разбивают силовым методом. Ну и, собственно говоря, в марте 28 года их берут в плен, всех, значит, конфедералистов, да, в том числе и Артемьев попадает в плен. И 27 марта 1928 года приговором особой тройки был, значит, он был приговорен к расстрелу, ну и, собственно говоря, 27 марта 28 года его расстреляли в якутской тюрьме. Вообще, если говорить о людях тех лет, все они, безусловно, реабилитированы. Сам Артемьев был реабилитирован в 1999 году решением прокуратуры республики. Значит, все обвинения с него были сняты о том, что он, значит, такой нехороший человек. На самом деле патриот, они все были патриотами, просто взгляды были разные. Ну, такие были времена. Такая вот сегодняшняя наша история. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. Если она вам понравилась, обязательно лайкайте наш выпуск, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наши соцсети, все они указаны в описании под видео. До следующих встреч, пока!